Салам алейкум всем, дорогие друзья. Хочу сегодня сказать вам, что насчет наше доброе дело рассказывает наш уважаемый Сугроб. Брат Сугроб сегодня рассказывает о доброе дело, которое мы делали для вас во время карантина и во время Мой Шарифи Рамазан. Дорогие друзья, в любых обстоятельствах, в любых ситуациях мы должны оставаться людьми, помогать друг другу. Мы вместе все победим. Вместе мы из любых ситуаций выходим. Еще раз поздравляю, дорогие братья, в этом месяце священный Рамазан. Дай Аллах вам, чтобы в этом месяце вы этот месяц провели в молитвах и благих дел. Хочу сказать, что по мере возможностей мы раздали около 800 семей первым необходимым продукте. Перечень продуктов, как мы показали, перечень продуктов всем было известно. Не имели значения, кто национальности. Киргизы, таджики, узбеки, русские и так далее. Многие получили, мы никому не отказали. Сейчас, в данный момент, немножко, как сказать, у нас нет возможности, мы уже прекращаем эту помощь, временно прекращаем эту помощь, потому что у нас нет силы всем помочь. То, что мы могли, по мере возможности, помогли. Пока, если откуда-то какая-то помощь будет, мы дальше будем продолжать. У нас есть, как сказать, комиссия, которая уже в практике, он уже знает, что, как можно это сделать. Горячая линия, который принимает заявку. И у нас наш штаб в Комсомольске 71А, который уже... мы все знаем, что надо делать. У нас появился большой опыт. Поэтому, пожалуйста, если есть помощь с вашей стороны, там поставьте номер телефона, да, мой личный поставьте, чтобы связались, кто может. Мы им скажем, в этом комиссии их включим, что как мы, кому мы отдаем. У нас есть список этих 800 семей, которые получили помощь, адрес квартиры и номер телефона. Понимаете, в любой момент, почему мы сняли минутный ролик там или полуминутный ролик, где мы привезли, там сняли, не все сняли, это частично, это 10% от всех полученных. Этот ролик, который мы сняли, это частично. Каждый день выезжал 4-5 большие машины в разном направлении в нашем городе. Например, я основной выезжал в сортировку, другой в другой, потому что я знаю территорию сортировки и улицу и так далее, да, потому что очень, здесь как живу, я уже знаю. И другие ребята тоже в другом направлении, как сказать. И еще небольшие машины по 10, по 5 семей. И один раз мы в разом принесли все, как сказать, студентам отдали, на 200 студентов отдали, как вы уже все сняли. Как сказать, там были в этом общежитии, которые живут студенты, многонациональные. Там и негры были, и афганцы были, и индусы были, и многие были. Но мы, как сказать, Фарух Мирзоев, благодаря Фаруха Мирзоева, мы это все организовали. Он очень, как сказать, грамотно поступил, нас вовремя собрал и, как сказать, объяснил, что желающие получить помощь получилось много, чтобы народ терпел в эти временные трудности, чтобы народ не вышел
на, как сказать, на какой-то, Компромисс. ну, если народ голодает, их держать в один, как сказать, квартиру или в один это очень, народ, когда голодает, как мне сказал Фарух Мирзоев, контролировать будет их сложно. Чтобы народ пока подождал, перетерпел, он сказал, что мобильно надо это организовать. Мы, послушав этого человека, мобильно это организовали. Я еще раз хочу повторять, что это я один сам не делал. Люди, которые из торгового центра Комсомольский, 4-й базы, Таганский ряд, они, как сказать, все финансово поддержали, а я, как понимающий в этом сфере, потому что у меня и раньше такие благотворительные вот эти дела были, но не в таком масштабе. Мы, в принципе, не готовы были сразу. Такое огромное количество. Да, потому что мы думали, что сейчас будет заявить 100 человек, 50 человек, но когда благодаря вам, вот вы тоже, как сказать, вам я значительно благодарен, когда вы поставили в YouTube, сразу же просмотров 1000 или 2000 просмотров был, поэтому чем больше там пошло просмотр, тем больше, как сказать, пошли звонки и не успевали уже, как сказать, контролировать. У сотрудника, который занимался именно заявкой, у него еще был, как сказать, человек рядом, он разговаривал, другой записывал, и мы не успевали раздавать это. Мы хотели через день раздать. Получилось, что мы через 2 дня давали. А который находится в далеком районе, там у нас были другие районы были, Первоуральский был, Пышма был, Березовский был, и еще там в сторону Кольцова, ну, разные районы, они на 3-й день уже получали. Получали почти все. Почти все. Не получали те люди, которые пришли, водители к ним, которые им звонили, они не отвечали, которые им звонили, они отключены были, которые им звонили, они не дома были, они не получали. Как я вам говорю, что если тебе предназначено это Аллахом, это питание, да, он к тебе как-нибудь придет. Придет, да. А к тебе, если это не предназначено, ну, мы принесем, ну, не получится вам отдать это. Это все зависит от воли Аллаха. Я вам хочу сказать, что те, которые получили уже эту помощь, не благодарите меня, не благодарите моих, как сказать, близких людей, которые значительно финансировали эту помощь. Не благодарите Парвиза, который поставил этот ролик. Он здесь ни при чем. Он просто взял этот ролик и поставил. Понимаете? Он просто помог. Вы благодарите только Всевышнему Аллаху. Он сделал так, нам в душе такое, как сказать, получилось желание, чтобы это мы сделали, организовали. Понимаете, это раньше такой план у нас не было. Это неожиданно у нас получилось такое, как сказать, желание, чтобы помочь тех нуждающих. Благодарите Аллаха, будьте в молитвах, помогайте друг другу. Действительно, да. Ребята, в трудное время всегда мы должны помогать друг другу. И также я хочу вам сказать, что мы всегда рядом, вместе с братом, супругом, мы всегда рядом. Всегда можем дать вам совет. То, что мы делали, думаю, что некоторые люди от нашего дела учатся. Да. И также дает, может быть, да. Да, учится. И также, может, на будущее дает нам совет, как все это еще раз организовать. Да. Спасибо за внимание. Салам алейкум. До свидания.